раунда. Алил Мамиев, рефери этого противостояния. Главное событие вечера. Юбилейного турнира «Октагон» под номером 80. Дистанции одиночными ударами щупают друг друга. Два файтера. Лоу-кики Баймена. Чем же ответит? Смолоулу. Руслан. Слышим сейчас на фоне полусекунданта в лице Теймура Жапарова. Сам по себе объявить как бывшего бойца или бывшего чемпиона. Я так и не понял, что он именно имел в виду, но... О, справа здесь попал жестко. Руслан. Смолоулу. Застоялся на дистанции. Ударной дистанции. Руслана. Нажигает Баймет. И пытается разбить свой успех. Действующий чемпион. Просто газанул здесь. Так, ударом справа. Нервное начало поединка. Мы наблюдаем. Клинчи коленом здесь. Клинчи выстреливает. Смолоулу. Баймин пока что не может найти свою ударную дистанцию. Разрывает. Классическую двойку. Комбинацию почтальона как раз выбросил. Руслан. Две минуты позади первого раунда. Продолжает выжидать. Смолоулу. И атака от претендента. Лоу-кик. Дистанции. Опасно было движение. Передней рукой отрабатывает. Баймен. Он готов сократить дистанцию, кажется, Смолоулу. Помню, что с первой попытки поединок провести не удалось. И вторая попытка провести чемпионский поединок между претендентом и действующим чемпионом. Сократил дистанцию все-таки и удержит своего оппонента у сетки октагона. Смолоулу. Поединок действительно для таких вот, скажем так, хардкорных фанатов лиги «Октагон». Потому как оба бойца состоялись целиком и полностью в клетке лиги. Оба шли долго к статусу претендента. И Баймен нажигает, и Руслан Касымовлу по статусу чемпиона. Действует, сбивает своего оппонента, проводит посечку и оказывается на канвасе октагона. Нажигает Баймен. Меньше минуты до окончания. Как раз таки под конец раунда очень нужное действие со стороны Руслана. Боковые судьи уже отмечают для себя. Счет в этом раунде 10-9, я думаю, в сторону файтера из Кыргызстана. Жилис пытается выйти на шею своего оппонента. И немало остается. 30 секунд до окончания первого дебютного раунда. Напомню, что это чемпионский поединок, поэтому 5 раундов. О, здесь удушающая гильотина. Нет. Прихватил для контроля, я так понимаю, больше, а не для удушающего приема. Руслан.
Возвращается в стойку. И отличная комбинация от претендента. Раунд. О, справа здесь в разрез. Правым кроссом точно подбородок. Наносит удар Руслан Хасамалла-Ола. Да, быстро находит ударную дистанцию. Хасамалла-Ола. И попытка гильотина от чемпиона. Ай-яй-яй-яй-яй, терпит. Нуржигат Баймен. Тянет Руслан Хасамалла-Ола. Нужно проверить состояние, кажется, Нуржигата Баймена. Но здесь, кстати, очень много сил потратить. Отлично, вырывается из захвата. Очень снова нервное начало второго раунда. В нокдауне небольшом, флеш-нокдауне. Был близок к удушающему приему претендент. Ну а теперь уже начинается работа Нуржигата Баймена. Выжать необходимо максимум с этой позиции и удержать самый главный успех до этой ошибки Хасамалла-Ола. Наносит удары, контролирует спину своего соперника. Баймен. Это уже правый глаз заплывает, кажется, вследствие пропущенного удара. Также Хасамалла-Ола. Время идет, активности мало. Рефери может сейчас вернуть бойца в стойку в центр октагона, поэтому необходимо работать. Нуржигат пытаться перевести, но при этом рассчитывать, что возможно бой пройдет все отведенные 5 раундов. Впереди 3 раунда. Чемпионский поединок, поэтому мы видели очень много сегодня в прелимах и в мейн-карде, когда бойцы не распределяли правильно свои силы и уставали уже после первой 5-минутки. Подхватом контратаковать. Руслан стягивает вниз, оказывается не самой выгодной позиции и ошибается тут. Баймен Нуржигат, к сожалению. Теперь уже выбраться самому Нуржигату будет сложно. Возвращается на ноги претендент, но ненадолго. Ментальные войны происходят у нас в клетке. Битва характеров. Кто хочет больше? Кто хочет стать чемпионом, кто хочет стать новым чемпионом. Это всего лишь второй раунд этого поединка. Меньше 2 минут до окончания второго периода встречи. Снова стягивает в партер. Пытается, так понимаю, Руслан Хасамалла занять позицию бэкмаунта. Но пока что возможности просунуть ноги свои не наблюдается у Хасамалла-Ола. Нуржигат. Необходимо разрывать захват с зацепами больше. И контролировать своего оппонента. Файтер из Кыргызстана. Размены в партере. Минута остается. Продолжает удерживать своего соперника у сетки октагона. Нуржигат Баймен. Контролирует. Из такого полубэкмаунта, скажем так. Одну из ног своих ног заправил. Ну и достаточно как раз таки
держать своего соперника в этой позиции до окончания раунда. Особо сильно ничего не изменится, даже если полноценный бэкмаунт возьмет. Все-таки нужно напоминать о том, что это матч не по грэблингу, за это баллов не будет, но, по крайней мере, это доминирующая позиция. Завершается. И вот мы об этом говорил. Ну и Руслан Касымолла, конечно же, достойный соперник в виде чемпиона. Такие вот поединки мне очень сильно лично нравятся. Исключительно для хардкорных фанатов, для тех, кто долго следит за лигой, для тех, кто знает, кто это такие, как растут эти бойцы из боя в бой. Тридцать секунд позади третьего раунда. Вот третий раунд будет поворотом, на самом деле, в этой встрече. Необходимо сейчас уже Баймену включаться. Если был план, по-любому он был, но пора уже воплощать в реальность. Хай-кика. Смолла-Ола. Руслан продолжает выжидать. Это больше всего получается в этом поединке. Вот вторым номером. Особенно в стойке после ошибок Баймена Нуржигота. Поджимает сетки октагона и пошел вперед. Руслан. Казалось бы, да, все-таки серьезный поединок, титульный бой, что главное событие вечера. Вероятности пока что не ощущаются. Две минуты позади третьего раунда и попытка тейкдауна. Отличный тайминг демонстрирует Баймен. Осталось только лишь зафиксировать позицию. Контрит своего оппонента у сетки октагона снова. Нуржигот. Да, конечно же, Руслан Касымолла будет пытаться разрывать захват. Главное не потерять позицию. Баймен. Здесь дает волю своим эмоциям Теймур Жапаров и теряет позицию, к сожалению. Сразу же оказывается в позиции полного маунта. Руслан Касымолла. 2 минуты остается. Теперь уже сменились позициями и ролями. В третьем раунде очень мало ударов, кстати, наносит в партере оба файтера. Продолжает стягивать в партер вниз своего оппонента. И попытка теперь уже Баймена. Вот опять-таки вопрос к боковым судьям этого поединка. Как оценивать все эти действия в каждом раунде? Да, были четкие попадания, но когда дело касается партера, очень сложно оценивать. Эти размины все. Меньше минуты. Окончание третьего раунда тем временем. И возможность застолбить победу в третьем. В глазах судей у Нуржигота Баймена. Шея осталась в захвате. Будет ли пытаться выполнять удушающую гильотину Руслан Касымолла? Так или иначе, эта попытка может засчитаться судьями в виде нужных баллов и очков для действующего чемпиона по итогам третьего раунда. 20 секунд.
Концовку пытается забрать Руслан. Удар справа. Асамалла. И нас ждут. Внимание, 4-й раунд. Чемпионский раунд в этом поединке. Продолжает оказывать давление на своего оппонента. Руслан режет углы. Я так понимаю, ищет возможности для перевода в партер. Справа защита приходится до боковых. Асамалла перед Баймиен. Ожидает нужного момента для своей атаки. И пошел вперед. Файтер с Кыргызстана. Затяйка подчинился на себя. Нуржигот. Но ему необходимо переводить, на мой взгляд, Баймену и удержать своего оппонента в партии. Работает в граунд-энд-паунде. И вот оставшиеся 2 раунда, 4-й и 5-й раунд. Надеюсь, что судьи также посчитают какие-то из прошедших раундов в пользу претендента. Ничего не хочу говорить, но опять-таки есть такой негласный закон, может даже правило или это какой-то миф, что чемпиону необходимо выигрывать уверенно. При любом близком поединке судьи могут так или иначе оставить чемпиона при титуле. Но это опять-таки нигде это не прописано, не написано, это не правило, это не закон, но такие моменты имеются. И с другой стороны, то же самое можно и применить в сторону чемпиона. Необходимо изучать пояс более, титул свой более уверенно. В общем, это такая вот, возможно, интересная будет полемика с кем-то подискутировать на эту тему. Так или иначе, возвращаемся в октагон. И половина раунда уже позади. И вот эти чемпионские раунды, на мой взгляд, они более важны, чем дебютные раунды поединка. На фоне усталости, на фоне уже малого количества сил. Отлично сейчас отрабатывает, но оказывается снизу так или иначе. Нуржигот Баймиен. Удастся ли выйти на сабмишн снизу у Баймена? Здесь абсолютно не атакует сам Руслан Асамалла, к сожалению. Действий мало, активности мало. С самого времени, как занял позицию Алгарди. Руслан Асамалла больше снизу атакует сам Нуржигот Баймиен. Просто-напросто сушит здесь уже поединок. Ну, откровенно, давайте будем честны. Либо же идет улучшение позиции, либо же атака сверху в граунд-энд-паунде. Но мы не видим ни ударов, ни выходов на сабмишн. Вот сейчас пытается вернуться уже в свою доминирующую позицию. И попытка тейкдауна. Забирает спину. Стягивает вниз. Раунд может тем самым украсть Нуржигот Баймиен.
опять-таки мы не знаем, как судьи будут оценивать те или иные действия со стороны претендента и чемпиона. И я также вам не могу ничего рассказать, потому что я не являюсь профессиональным судьей. Иван Чертаев здесь всячески подсказывает своему одноклубнику. Последние секунды, вот эти последние секунды как раз-таки каждого раунда пытается забирать в концовке Руслан Касымалыұлы. И это очень сильно смазывается, конечно же. Сильно сбивает с толку и зрителя обычного. И картинка поединка складывается так, будто бы забирает весь раунд. Финальный 5-й раунд этого противостояния. Главное событие вечера юбилейного турнира «Октагон» под номером 80. И возможность для Нуржигота Баймена услышать «End New» по окончании этого поединка. 5 минут отделяют нас от этого заветного слова. Либо «End Still», либо же «End New». Снова газанул здесь из последних сил. 5-й раунд. Просто так свой титул не намерен отдавать. А действующий чемпион Руслан Касымалыұлы. Нуржигот Баймен. Самый важный поединок в карьере сейчас проводит свой. Попытка тейкдауна, проходит в корпус и сразу же ходит за спину. Рядом со своим углом, рядом со своими секундантами. За 4 минуты до окончания раунда. Продолжает удерживать своего оппонента в партере. Не удается вернуться в стойку у Нуржигота Баймена. Пытается. Астана, давайте поддержим бойцов. Нуржигот Баймен. Три минуты остается до окончания боя. Подсказывайте секунданты, что нужно делать и Баймену. Но сейчас Руслану необходимо только лишь максимально держать своего оппонента в партере, не давая возможности вернуться в стойку. Но здесь сам отпускает Руслан, и возможность для Нуржигота. Очередная попытка тейкдауна проходит в ноги, переводя в корпус, но разрывает дистанцию. Баймен справа наносит удары. Снова заходит за спину. Половина раунда остается. 2,5 минуты до окончания этого поединка. С каждым раундом, с каждой минутой шансов на победу у Нуржигота становится все меньше и меньше. За счет именно работы в партере доминирует в этом раунде Руслан Касымалыұлы. Секунд до окончания главного события вечера. Снова забирает спину. Продолжает оказывать давление. Касымалыұлы. Это финальная минута. Давайте поддержим бойцов громче, Астана. И ближе к тому, чтобы
по всей видимости, успешно провести свою вот уже вторую защиту пояса. Руслан Касымалы-Улы. 30 секунд до окончания этого поединка. В полном контроле оказывается Руслан. И финальный гон. Ждем официального судейского решения. Как же судьи посчитали этот поединок, какие именно раунды отдали, но, судя по всему, Руслан уверен в своей победе. Руслан Касымалы-Улы. Тяжелый поединок и для чемпиона, и для претендента. Итак, все внимание на экран. Ждем официального судейского решения. По итогам 5 раундов, единогласным решением судей, победу одержал и остается непобежденным чемпионом Руслан Касымалы-Улы. And still. И все еще остается непобежденным действующим чемпионом Лиги Октагон. Очередная успешная защита пояса, очередной тяжелый поединок для Руслана.